протяжении 20 лет Национальный центр аудиовизуального наследия проводит очень интересный конкурс. Конкурс «Кинолетопись Якутии». Этому проекту больше 20 лет. Он создавался в далекие 90-е, 1999 году. Тогда молодая организация искала способы привлечения жителей Якутии к сохранению в виде документов о Якутии, о природных ландшафтах, об известных людях. В первом конкурсе участвовало около 2000 человек. И с каждым годом их количество только растет. Кинолетопись Якутии после длительного перерыва вновь начал свою работу. В 18-м республиканском конкурсе «Кинолетопись Якутии» приняло участие 60 конкурсантов. Это люди разных профессий и поколений, но связывает их одно – любовь к истории Якутии. Конкурс был организован в сложные 90-е годы, но Национальный центр аудиовизуального наследия сохраняет эту добрую и важную традицию. Спасибо им за популяризацию, за то, что они держат этот конкурс. И я надеюсь, что в будущем он будет не только сохранен, но и увеличит свои возможности. Участником конкурса может стать любой желающий – профессиональный оператор, режиссер или любитель, зафиксировавший общественное, культурное или историческое событие из жизни республики. В конкурсе участвовали все видеоматериалы, поступившие на постоянное хранение фонда Центра за 2022-2023 годы. Из 3000 проектов члены жюри, эксперты отобрали 25 работ. Основной критерий выбора – это их историческая ценность. Давай я тоже заодно параллельно. Ой, да генерал, да майор. За спиной мой род. В работе режиссера Ольги Петровой отголоски голосов потомков Первой мировой. О своих дедах и их подвигах рассказывают их внуки. Благодаря краеведам Хангаласского улуса стали известны имена участников Первой мировой войны. Ямщики и крестьяне Приленского тракта участвовали во всех военных действиях, которые вела царская Россия. В Якутии данная тема мало изучена, ведь до сих пор не установлено точное количество призванных. При этом известно, что 35 якутян были награждены высшей военной наградой – Георгиевским крестом. Мне 14 год кабарар, 18 дети келер. Примерно 18-га было. Но келенихен тариян ото аяннан хер булакта. Еп боягынан, тугынан. Но Санкт-Петербурга сиджан Ленин выступление тинкербедете. Эта история в лицах не только возвращает имена земляков-героев, но и рассказывает о том, что передается из поколения в поколение. Любовь к своей семье, к своей земле и к своей родине. Дело всей жизни. Известный волонтер, общественник Светлана Диадорова бережно хранит память о своем отце. Владимир Лаврентьев был известным активистом Чурапчинского улуса, отличником культуры республики, ветераном труда. В 1995 году он создал наследную телестудию «Сагах» и снимал для истории редкие кадры. Одним из первых в Якутии в 90-х годах со своими соратниками организовали клуб здорового образа жизни «Сагах». Трезвость как норму жизни Владимир Михайлович пропагандировал всю свою жизнь и остается ярким примером не только для своей дочери. Отец давал надежду и веру тем, кто в этом нуждался. Теперь и дочь продолжает дело отца, помогает тем, кто на передовой. Жеребятина копченая. Пробовали, наверное? Еще нет пока. Это новинка. Телеведущий Руслан Ачиров перелистывает книгу своих воспоминаний. Страницы памяти возвращают в детство. Если слышал звук пишущей машинки, значит дедушка Степан Дадоскинов – поэт, прозаик, драматург дома. И он за работой. Журналистика – еще одно дело жизни известного деда. Степан Дадоскинов со своей кинокамерой объездил всю Арктику. Теперь эти бесценные кадры оцифрованы и переданы в фонд центра. Разбирая старый гараж,
Вот, и я нашел просто большое количество вот таких бобин, да, старых. Сердце дрогнуло, что ты почувствовал? Да, вообще вот это, я не знаю, ну как бы, конечно, это уже давно не чудо, да, то есть, тем более сейчас век новых технологий, но когда ты видишь просто, ну вот, старую кинопленку, и она вот так оживает, это просто очень волнительный момент. Плюс во время монтажа уже Центр аудиовизуального наследия оцифровал одну из пленок, и мне передали в электронном формате. Я посмотрел, вот там как раз такие кадры, то есть я понимаю, что там были, ну, древние, да, камеры, но тем не менее это на лайках, да, то есть на собаках в упряжке едет, все это в движении, все это интересно. Общественность Якутии отметила 125-летие первого ученого-лингвиста народа Саха, создателя якутской письменности Семена Новгородова. К этому событию был приурочен фильм «Лингвист», в котором отражены основные страницы его короткой, но яркой жизни. Фильм по сценарию писателя Алексея Амбросева «Сен-Мундо» снял режиссер Эдуард Новиков, который стал победителем в номинации «Документальное кино». А номинация «Сердце отдаю детям» была вручена педагогу Акулине Гуляевой за видео спектакля «Олонхо». На протяжении многих лет педагог знакомит детей с эпосом, пропагандирует якутскую культуру. «Олонхо» – это культурный код, должен передаваться из поколения в поколение, считает номинант. Тойтаққана оғы ұлладағаны олон қоны өйдір онна білібәтер ұлнара ұрахан болыр. Ол ең бұрыс тойтуақ бұтболағаны бастықы үләбет осторияттан хағалынар. Известный государственный и политический деятель Якутии Климент Иванов уверен, уроки прошлого – опора для будущего. Ветеран госслужбы был отмечен специальной номинацией. Выступление Климента Иванова на 3-й сессии Верховного Совета и его воспоминания – это ценный архив. Ведь именно при его непосредственном участии была принята Конституция Якутии. Огромный опыт комсомольской, партийной, парламентской работы помогал им в решении сложных задач того времени. Onunla öte Saharap kurduk, Afanasiyep kurduk, Sapşak kurduk. Doydurun tuğver sürektim bu erdin gecel jonlar. Onu küstürünün de takkanlar horogor tribunattan hanalarını eteldir. Я вечно буду, сколько вот в среднем мире живу, благодарен своему народу. Режиссер фильма Сардана Барабанова признается, не знали, что это последнее интервью первого президента Якутии Михаила Николаева. Предложение о съемках поступило неожиданно. В то время Михаил Ефимович проходил лечение в санатории Бесчагда в Москве. Работали 2 дня. Съемки длились по несколько часов. На интервью, по признанию автора, получилось живым, откровенным, но в то же время и легким. Каждый кадр, каждое слово на вес золота. Воспоминания Михаила Николаева – это отражение целой эпохи развития Якутии. Я в свое время написал формулу счастья для себя. Это любимая работа, любимая семья и востребованность людям. Вот с 3 составных частей состоит счастье человека. И даже эти конечные титры с голосом Михаила Николаева звучат, как будто он никуда не ушел. Продолжительно не давал. Сдачи. Спасибо. Это первый раз. Спасибо большое. Ну, хорошо, пойдем пообедаем. Да. Пойдемте. Сколько часов мы сидели? 3,5.
Обладателем гран-при, победителем 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии» стал Василий Кустуктуров за архивный фонд, который уже назван «Золотой коллекцией». Василий Кустуктуров – один из выдающихся кино- и фотохроникеров республики. В объективе кинооператора знаменательные события 60-70-х годов. Сельское хозяйство, промышленность, участие якутской делегации в съезда в ЛКСМ, прибытие первого поезда на БАМ, строительство Нюрнбергской ГРЭС и другие эксклюзивные материалы. И это лишь малая часть работ, о которых мы успели вам рассказать. Всех участников-номинантов объединяет одна благородная цель – внести свою лепту в историю Якутии. Некоторые эксперты отмечают, документальное кино как никогда может стать более востребованным. Развитие и рост стримингов привело к повышению интереса публики к новым формам документалистики, более современной и более динамичной. И кадры прошлых лет востребованы как никогда. Национальный центр аудиовизуального наследия занимает особое место среди других архивов. Ведь он позволяет совершить удивительное путешествие во времени и стать очевидцем грандиозных, триумфальных событий в истории нашей республики.